Алекминск. Старинный город на реке Лена. Свой облик, особенный и неповторимый, сложившийся десятками лет истории и самого города, и людей, которые жили и живут здесь. Когда-то это был город с постройками только из дерева. Наверное, единственным каменным зданием был Спасский собор. Но пришло время камня и здесь. И вот тут-то начинается история одной семьи, которая именно тогда получила свое рождение в Алекминске. Когда-то из теплых краев солнечной Армении в суровый северный город приехал молодой парень Сурен Аракелян. Но эта история уходит корнями в далекое прошлое, наш Советский Союз, когда у нас была одна большая дружная страна. И, к примеру, даже было такое, что, вот, например, один из примеров, было же распределение, помните, после учебы. Вот, наш общий друг был такой здесь тоже, Роберт Варданян, мы всегда удивлялись. Он в Ереване закончил институт на зоотехника, это было Армения и Ереван, да, по распределению попал в Первый Нерюхтяй. Первый Нерюхтяй, Саха-Якутия, Алекминский район, Первый Нерюхтяй зоотехником. Ну и было, конечно, это грамотно, да, была ротация, он тут нашел свою супругу, да, по национальности тоже, вот она якуточка, и вот трое сыновей там и так далее. Но также, в принципе, и с моим отцом произошло, он был строитель, и предложили ему приехать, попробовать. Было предложение где-то там Сибирь, под Новосибирск, и вот Якутия. Вот он приехал сюда, это было очень давно, это было там, уже 56 лет назад, 55 лет назад. Ну, тогда проблем нет, страна одна, предложение море, там, естественно, заработок был совершенно другой, чем, например, в Армении. Ну и все, вот он вообще как бы сказал, я бы просто хотел попробовать, посмотреть. Ну, он до этого даже на самолете никогда не летал, да, то есть как бы там, поэтому для него все это было приключение и так далее. Вот он приехал, а вообще ключевую роль сыграла река Лена. Вот. Он у меня был заядлый рыбак, у нас там тоже, откуда он родом, там озеро, вот там, ну это совсем сравнить с этим, с нашей Леной. Вот он приехал, вот река Лена, рыбалка, и все. И вот они, тогда то же самое было сезонно. Можно было приезжать на какие-то подряды, ну все было официально, там не было ни капитализма, ни коммерции и так далее. Вот при ПМК они работали. Ну вот и все. Больше всего на него влияние сымела река Лена, а уже дальше женитьба. Он женился на местной девушке, Марине Иннокентьевна Степанова, и все, и оттуда уже папа застрял здесь на полвека мой. Вот так началась история семьи Хачатура Суреновича, которую начал его отец, строитель-каменщик. Виртуозно работающий с камнем и влюбившийся сперва в реку Лена, а затем в алекминскую девушку. Тогда же и начался отсчет времени строительства в камне. Колбас там маленько строилось, не было строителей-каменщиков, а он был не один. Вот именно была бригада, и вот им предложили, дали квартиры и так далее, и вот предложили, и вот получилось, что вот с тем, как отец здесь остался, вот
Их тогда был Меломед, по-моему, что ли, такая тоже знаменитая фамилия, директор ПМК 1102 они назывались. Они ему все предоставили, как раньше, например, там дают человеку, вот лаборатория, вот тебе работники, там, создай нам какое-нибудь лекарство или, например, какое-то оружие. Здесь также ему дали местных ребят, и их человека 3 осталось. И они создали бригаду, и все каменные здания, которые в Алепинске до последних вот наших годов есть, все построили его. Было построено моим отцом. Если желаете, могу перечислить. Это вот начиная от заправки, которые уже разобрали каменные, аэропорт, Дом культуры, почта, пенсионный фонд, администрация района, сейчас детская, там, по-моему, поликлиника, вот банк был каменный такой за милицией. Его, в принципе, все каменные дома, кроме вот Эврики, когда уже отец был на пенсии, все дома строила его бригада, то есть как бы и как, вот так вот уже с местными, там уже как бы уже обучили, там и каменщики, и кафельщики и так далее, и так далее. И вот отец у меня проработал 37 лет только в ПМК вот 1102, он был коммунист, там ему вручили кавалер ордена труда. В принципе, в те времена, в советское время, это была довольно весомая награда. И всегда он гордился тем, что вот он как приехал, устроился на работу ПМК, и вот все вот эти годы, вот он в одной организации, он ни разу не увольнялся, ни в какие другие организации, нигде. Вот он всю свою трудовую деятельность провел вот в ПМК. Вот так вот получилось, что отец у меня приехал полвека назад, остался здесь, и здесь ушел из жизни, здесь он похоронен. Вот. Так вот мы здесь и оказались все. Май месяц – это временной промежуток, когда практически каждый житель России вспоминает события Великой Отечественной войны, пропуская их через себя. Ведь недаром есть слова в знаменитой песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Дед нашего сегодняшнего героя программы тоже воевал, но не вернулся. У меня воевал дед. Меня назвали в честь моего деда. У меня дед был Аракелян Хачатур. Он погиб во время войны, он был офицером, погиб на Курской дуге. То есть, как бы, ну, у нас как бы так принято, что тем более, если погиб, там обязательно, чтобы память увековечить. Вот, поэтому я первый сын у его, в их родне. И в честь него меня назвали вот Хачатур. У меня папа Сурен Хачикович. Хачик Хачатур — это, в принципе, одно и то же имя, но в Армении почему-то могли записать и Хачик, и Хачатур. То есть, как бы, Хачатур — это уже более как русифицировано, будем говорить, Александр, Саша. Вот он у меня Сурен Хачикович, папа. Вот, а меня зовут Хачатур. Хачик — это, ну, в принципе, но в честь деда он воевал. Он где-то изначально был инструктором, очень сильно просился на фронт, ну вот и попал на Курскую дугу, и там он погиб. Поэтому непосредственно в нашей семье дедушка воевал. А у него сколько осталось детей? У него один мой отец был, да. У него получилось так, что отец родился, отцу было год, и дедушка пошел на фронт. А остальные, вот у него у отца есть братья, сестры, это уже потом бабушка после войны вышла замуж. Отец единственный ребенок у него, практически годовалого он его оставил, ушел на фронт. Он и не помнит его. Ну, конечно, нет, получается. А так вот в семье не было историй, писем, что-то вот никогда это не обсуждалось? Ну, знаете, в принципе, я так понимаю, там это такая глушь была, да, вот я сейчас понимаю, буквально там совсем немного было писем, было вообще, сперва даже не знали, где он погиб, потом уже со временем
выяснилось, что вот он именно последний раз его видели, он вообще без вести пропал, точнее. Он последний раз, его прямо даже, ну, однополчанин потом приезжал, что вот они вот на Курской дуге, он его прямо чуть ли не вместе в атаку шли, и после этого уже это, умер. Поэтому информации очень мало, к сожалению, конечно. Наверное, это самый живой пример, что тогда единство было самым полным. Никто не делил на нации. Бок о бок сражались и гибли. Бились и прикрывали друг друга армянин и русский, якут и узбек, грузин и белорус. Тогда и в голову не приходил этот вопрос, и лишь на привале звучали порой напевы на родном языке, понятные всем вокруг. Любовь к родине, к семье, к детям не имеет национальности. Сегодня мирное небо над головой, и это самое главное. А когда мир, люди хотят лучшего. После многих лет вновь закипела работа на стройках. Дело своего отца продолжил Хачатур Суренович. Не сразу он пришел к этому, но пришел. В принципе, да, начнем с того, что человек же занимается тем, что он видел в детстве, да, что ему ближе. Вот, например, я, как бы вот опять же говоря о том, что вот отец всю жизнь был на стройке, да, он был сам бригадиром вот этой бригады. Я практически свое детство провел у них на объектах, в балках, там всегда было интересно, он меня с собой брал, то есть вот эти все наши, еще раз говорю, почта, ДК, я там, короче, все вот это строительство, то есть я вырос в этой атмосфере, да, его друзья были строители, они, естественно, это было очень дружно тогда, все совместные там мероприятия, дни рождения и так далее, День строителей, это было такое, вообще, мы дети больше его ждали, чем, наверное, сами родители, поэтому, скажем так, что я со стройкой, рос, да, будем так говорить. Ну и потом, вот у меня позиция была такая, вот если аликминчане обратят внимание, пока у нас было строительство в дереве, я нигде не участвовал, пока у нас началось вот это каменное строительство, тут, будем говорить, на рынке появился я со своим новым предприятием и так далее. А началось строительство с того, что я, во-первых, начал строить сперва сам себе, вот начнем с того, что Норд мы уже строили сами себе, да, вот этот офис, в котором мы сейчас сидим, сами строили. То есть прежде чем начать строить уже, будем говорить, там на заказ или участвовать в аукционах, мы построили несколько своих объектов. И поэтому говорю, что потом строительство нам ближе, будем так говорить, даже, наверное, учитывая, что я, еще раз говорю, я с детства со стройкой был связан, да, и, например, наверное, для меня более проще, чем вот остальным местным, организовать этих строителей, да, все-таки у нас мы, армяне, будем говорить, мы, как бы сказать, генетически, что ли, это строители. Вот у нас, в принципе, я, наверное, думаю, каждого второго можно оттуда привести, хоть какие-то азы строительства, именно каменных работ, бетонных работ, они есть уже там, в принципе, конечно, уже есть сейчас и более высокооплачиваемые, там очень там большого там качества мастера, но в целом, то есть как бы это, вот каждая нация, да, будем так говорить, она, наверное, чем-то своим занимается. Вот, допустим, есть, которые торгуют, да, например. Вот, ну, к примеру, говорю, я никого не хочу там говорить, что кто-то хуже или лучше. Ну, например, вот азербайджанцы – это торговля, это фрукты, это цветы, то есть, вот, допустим, армяне – это строительство и так далее. Ну, как-то, видать, кому что ближе, да, и, наверное, и учитывая, что вот этот, само, где располагается страна, да, ну, там, камень, стройка и так далее, и так далее. Вот поэтому будем говорить, что оно мне как-то изначально ближе, я имел представление об этом с самого детства. Ну и плюс, естественно, отца-то не стало буквально вот несколько лет назад, поэтому все эти годы я прекрасно понимал, что и он мне всегда говорил, что строительство, даже могу сказать так, что в свое время, когда 90-е годы начались, и вот я открыл магазин, первый там «Мираж» мой,
У меня отец со мной целый год не разговаривал. Он сказал, что ты не хочешь работать, это не работа, это не занятие, это же спекуляция. Ну, представляете, 90-й год. Человек, который всю жизнь в партии, коммунист, ну, тогда действительно вот их поколение же, вообще будем говорить, вот мы сейчас говорим бизнесмены, предприниматели, тогда это не так звучало, очень оскорбительно, там, спекулянты, перекупы и так далее. Сегодня, да, уже бизнес как класс, да, страну кормит, уже сейчас уже и не только купи-продай, да, тут и хлеб пекут, и изготавливают, и заводы и так далее, и страна уже приняла как класс предпринимателя, да, и уже выросло совсем другой слой, уже совсем другим, и социально ответственное и так далее. Раньше, конечно, этого не было. Поэтому, ну а когда надо было увидеть его счастье, когда я начал потихонечку уже в строительство направление принимать, да, тогда он мне всегда говорил вот это его любимые слова, он всегда говорил: сына, нас может не быть, но те здания, которые мы строим, эти дома, они останутся. Это, говорит, очень благородное занятие. Вот когда, и вот было действительно, я рад, что он это застал, что он уже видел, какие мы объекты строим, он даже уже видел наши объекты в Якутске, мы строим и в Якутске, у нас есть свои объекты, поэтому, да, вот, и вот эти слова, они, конечно, запоминаются, что, говорит, люди уходят, а вот их труды, их здания, они будут стоять десятилетиями, может, там сотни лет будут стоять. Поэтому вот, будем говорить, к стройке в какой-то степени родитель меня, конечно, когда ребенок с детства это видит, и потом, тем более, ему, когда постоянно говорят, что вот это надо, вот так-то, так-то, это достойно, это вот достойное занятие мужчины, будем так говорить. Поэтому все связано, все вместе, к этому мы и пришли. Сегодня у Хачатуря Суреновича огромный опыт. Более 10 домов сданы им в срок, как и требуют обязательства. Каждый дом – новая ступень и веха. Но мы именно жилье начали до аварийно-ветхого, будем так говорить, да. Мы свои объекты, когда построили, свои силы начали пробовать, я сейчас вам так скажу, 7 лет назад первый дом мы построили свой, это вот на даче Карла Миллера, вот такой красивенький, двухэтажка такая есть, знаете, да, вот. Этот дом был ни по какой программе, просто вот уже, когда мы уже попробовали, построили свои объекты, решили попробовать свои силы вот уже на многоквартирном жилье. После него мы построили еще 9 домов. То есть, как бы, вот сегодня вот я как раз к вам ехал с объекта, мы начинаем строить уже начали еще 2 дома, то есть к концу года будем сдавать, итого 12 домов будет у нас. Да, 12 домов в общей сложности. Ну и дома все больше и больше. Допустим, если первый дом был двухэтажный, 18-квартирный, в этом году, вы сами в курсе, мы сдавали 2 дома, они уже были по 7,6 квартир. То есть 2 дома – это 152 квартиры получается. Так что… Кроме работы с камнем, Хачатур Суренович бережно сохранил и память о родине отца. И не просто сохранил, он уверен. Корни необходимо знать и уважать. Лишь так можно говорить о будущем. Ну, вы знаете, вот я благодарен родителям, да, что отец, как бы, он в те времена, тем более, еще было все понятно. Вот люди отработали, отпуск пришел, отпуск законный, там, со своими всеми выплатами и так далее. И он практически все эти годы, сколько мы здесь жили, до того, пока я сам уже не стал самостоятельным, у нас максимум 2 года, или же даже умудрялся через год мы ездили на родину. В те времена не было никаких там Таиландов и так далее, и так далее. И то есть, в принципе, в советское время возможность увезти детей на 2-3 месяца в республику, где есть фрукты, где есть, скажем, солнце, там озеро, было, в общем, здорово. И вот он все эти годы нас, и меня, и младшего брата, у меня здесь младший брат, сестра, было такое, или 1 год он едет, или следующий год мать с нами едет. Поэтому я знаю язык, он даже специально меня в свое время увез, оставил там на 2 года. Я пошел в армянскую школу, я вообще школу начал вообще посещать армянскую. Там русский язык был как в неделю 2 часа. То есть, как бы, при этом я просто говорил по-русски. Все это очень такая запутанная история. Почему у меня нет акцента? Потому что я начал говорить по-русски сперва, поэтому я говорю чисто. Вот у меня отец 50 лет здесь жил, но всегда у него акцент, он никуда не уходит.
человек может говорить грамотно на русском языке, но вот все равно вот эти, то, что у нас нет родов, у нас нет там прилетел, прискакал, у нас пришел. Он пришел с Армении. Он не прилетел, не приехал, потому что у нас таких слов даже нету. Поэтому этот акцент он всегда будет. И отец для того, чтобы я говорил на армянском, он меня увез туда, оставил на пару лет. Я пошел в армянскую школу, закончил 1-2 класс. Потом он меня привез, и я потом уже начал учиться в 3-й школе, в 3-й класс. Вот поэтому вот у меня и получилось, что и дальше вот он что делал, специально, все-таки понимая внешность, да, понимая фамилию, имя, отчество, конечно, надо свой язык знать, и как бы и комфортнее себя чувствуешь. И вот, да, папа мой умудрился, вот привозя нас туда, и все равно получилось лучше всех, как бы получилось со мной, я говорю на языке, я носитель языка, вот в отличие от брата, от сестры, потому что все-таки я в школе учился там, я все-таки там годами жил, будем так говорить. И вот эти частые, как бы сказать, поездки, да, они, конечно, свой отпечаток. Ну, допустим, если бы, например, мы туда не ездили вообще, я бы знал, что у меня фамилия, я знал, что у меня папа там, но так как практически через год, в те времена на 2, а что умудрялись на 3 месяца ездить, естественно, все равно ребенок себя впитывает, ты там общаешься со своими родственниками, ты видишь там культуру, свою нацию. И, будем говорить, опять же, благодаря отцу получилось так, что я с собой все эти годы пронес это, будем говорить, да, а армяне вообще, как нация, да, она многострадальная, очень многострадальная. Если задуматься, вот если кто-то знает, даже песни армянские, да, они в основном грустные. Потому что Армения, ну, к сожалению, из-за вот того, что где она расположена, да, вот эти вековые войны, ну, это все из-за религии, будем так говорить, потому что вокруг мусульманские были государства, и как бы как островком там были христиане, поэтому была вот эта проблема. И поэтому страна маленькая, народ маленький, но при этом они очень патриотичный народ. Вот армянин, есть такое выражение, говорит, где бы он ни жил, он все равно остается армянином. Да? Даже если он и не ездит все на родину. Это вот на каком-то генном уровне, даже я скажу так, это из-за того, что маленький народ, почему это, оно позволяло выжить вот этой нации, да? Уважая и зная корни, наш герой по-настоящему любит свою родину. Ведь он родился здесь, в Якутии, в Алекминске. Здесь родились и живут его дети. Здесь та река, которая давным-давно оставила его отца именно здесь. Видите, вот как раз это, наверное, где человек вырос, да, те ценности, они уже идут с тобой всю жизнь, да, вот где ты рос, где ты друзьями гулял, там, первые свидания и так далее, да, поэтому есть же такое слово ностальгия, да, вот есть люди, которые уезжают и очень сильно страдают, что они поменяли место жительства. Человек же, как бы, счастье это не заключается же в том, что ты вкусно кушаешь, например, да, и в теплом месте спишь. Поэтому меня держит в Якутии то, что я просто даже свою жизнь больше нигде, в принципе-то и не представляю. И надо же говорить о том, что человек силен корнями, друзьями, да, тут. И поэтому все, что здесь связано с Якутией, с Алекминском, это мое детство, моя юность, зрелое мое, как бы сказать, вот сейчас, да, мой возраст, мои дети. Но я скажу, что здесь как раз в Алекминске у меня и сын с семьей живет, и дочь, поэтому я могу себе представить где-то вне Алекмы, ну, если только поехал куда-то отдыхать, будем так говорить, да, держит все, начиная с аэропорта, как выходишь, и заканчивая, как заходишь к себе в ограду. Поэтому иногда бывает, что, да, здесь, наверное, каждый алекминчанин, когда долго здесь не был, там около месяца едешь, на душе прямо так радостно.